Волонтеры-медики Республиканского волонтерского корпуса по оказанию помощи лицам старше 60 лет, а также маломобильным гражданам стали победителями всероссийского конкурса «Лучшее региональное отделение-2021». Якутские добровольцы ежедневно проводят всевозможные мастер-классы, акции и тренинги. Так, недавно в региональном отделении стартовала школа волонтера-медика для обучения добровольцев в сфере здравоохранения. Ну а более подробно о деятельности медиков расскажет наша коллега Надежда Саханская. Она сейчас находится в штабе волонтеров-медиков. Надежда, приветствую, передаю тебе слово. Приветствую, Кристина. Но на самом деле стоит отметить, что Всероссийское движение волонтеров-медиков было организовано еще в 2013 году. Тогда активисты проекта «Волонтеры с Клифа» начали это движение. И сегодня волонтеры-медики России – одна из крупнейших организаций здравоохранения в Европе. Ну а в целом при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации сейчас в нашей стране уже открыто 85 региональных отделений, которые объединяют под собой более 40 тысяч человек. Рядом со мной находится Евгений Амбросьев, заместитель регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Он расскажет нам о деятельности нашего якутского штаба более подробно. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы сказать то, что наше отделение, якутское региональное отделение, было открыто в 2017 году, и мы с этого момента начали активную работу в нашей республике и проводили огромное количество мероприятий профилактических, в том числе для нашего населения, чтобы профилактировать инфекционные и неинфекционные заболевания. Также мы проводим акции всероссийские, например, какие как акции против ВИЧ-СПИД, акция «Оберегая сердца» ко Всемирному дню сердца, и проводим итоговые мероприятия для наших школьников, потому что врачи должны учиться с самого детства, начиная со школьной скамьи, и для нас школьники значит очень многое. Вот. Что говорить о нашей победе регионального отделения? В этом году мы получили лучшее региональное отделение в 3-й категории. Это от населения 400 тысяч человек до миллиона. И мы заняли лучшее региональное отделение. Мы к этому очень готовились. Мы в прошлом году не смогли ничего занять, но и для нас это стало мотивацией. И мы очень сильно готовились, мы очень много работали, начиная с 1 января этого года. И для нас получать данную награду – это огромная честь. И для нас это огромное как спасибо. Благодаря нашей работе мы помогли населению как оберегать свое здоровье и профилактировать некоторые заболевания. Позвольте разделить радость победы вместе с вами. Ну и давайте нашим зрителям напомним, кто же может вступить в движение волонтеров-медиков, помимо студентов медицинских колледжей и институтов. У нас есть единый слоган. Это волонтером в сфере здравоохранения должен быть каждый. И абсолютно мы ждем каждого. Это независимо от расы, независимо от возраста, независимо от где вы живете. Вы можете работать онлайн, помогать онлайн. Вы всегда нужны, потому что свободные люди, свободные мозги всегда очень нужны, и мы в их нуждаемся. Скажите, а есть ли сейчас у вашего регионального отделения планы открыть, скажем, что-то вроде филиалов в некоторых районах нашей республики? Да, у нас сейчас открыты местные уже отделения волонтеров-медиков. Это в некоторых районах нашей республики, такие как Кабяе, Алдан, Нерюнгри, Мегино-Кангаласский улус, и в городе Якутск это Якутский медицинский колледж, например. Угу. Скажите, а сейчас чем вы занимаетесь? Имеется в виду, что в 2020 году движение волонтеров-медиков начало свою деятельность в связи с ковидом. Какая деятельность? Да. Сейчас мы выиграли грант в фонде президентских грантов по проекту «Команда здоровья» в условиях пандемии, по которому мы сейчас ведем активную деятельность. Мы проводим интеллектуально-образовательные игры «Медиквиз». Вы, скорее всего, слышали. Мы очень ведем большую рекламную кампанию по данной игре, потому что, во-первых, данная игра, она интеллектуальная, то есть мы напрягаем свои мозги, и это делается во благо, потому что там идут профилактические занятия.
занятия одновременно с игрой. То есть идет игра, и мы одновременно учим о каком-то заболевании и так далее, как оказывать первую помощь. А также туда входит школа волонтеров-медиков, где мы подготавливаем волонтеров наших новеньких к становлению лучшего волонтера. И каждый месяц мы выбираем лучшего волонтера и дарим какие-то подарочки, призы и так далее. Также в этот проект входит огромное количество профилактических мероприятий, как тренинги по профилактике гиподинамии, которые у нас проходят с сентября месяца каждый день, то есть каждую неделю. По 3 раза. Вторник, среда, четверг мы проводим данные тренинги с именитыми спортсменами, со знаменитыми врачами, со знаменитыми вообще людьми. И они рассказывают нам, как не сидеть дома, как заниматься здоровым образом жизни и как заниматься спортом. Вот. Благодарю вас, Евгений. Ну а я отмечу, что это только начало на пути якутских волонтеров. Будем надеяться, что в ближайшее время будут открываться штабы и в других районах Якутии. Ну а на текущий момент у меня вся информация. Более подробно о деятельности волонтеров-медиков в нашей республике мы расскажем уже в вечерних выпусках. Коллеги, передаю вам слово. Надя, спасибо. С деятельностью волонтеров-медиков республики нас ознакомила моя коллега Надежда Саханская.